Вот уже как год, город Кокшетау готовится к межрегиональному форуму сотрудничества. Предстоящий 17-й межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана состоится в Кокшетау. Ключевые мероприятия форума в 2020 году пройдут в строящемся Дворце детства и юношества Балашах-Сарае. Но почему же правительство решило провести столь значимое событие именно в Кокшетау? Это довольно маленький городок, чем же он зацепил сильных мира сего? У Казак Хайпа, как всегда, есть ответ, а пока не забывайте подписываться и ставить лайки. Областной центр усиленно готовится к своему преображению. Местными властями продумывается все, начиная с выхода с трапа самолета, платформы железнодорожного и автовокзалов до комфортного пребывания гостей. С приходом форума в городе появится и новая набережная вдоль озера Капа с объездной дорогой. Здесь уже ведутся строительные работы. И в скором времени жители и гости областного центра смогут прогуливаться по обновленной пляжной зоне со смотровыми, детскими и спортивными площадками, беговыми дорожками и малыми архитектурными формами. Изменения коснутся и зданий аэропорта, железнодорожного и автовокзалов, которые будут отремонтированы, а прилегающие к ним территории благоустроены. Также сейчас идет модернизация фасадов отелей и гостиниц, обновляется их материально-техническая база, ведется реконструкция номеров в соответствии с современными требованиями. Не остается без внимания властей строительство и ремонт автодорог, как внутригородских, так и при подъезде к областному центру. Не находите ли вы столь резкое решение подозрительным? Журналистам информационного агентства «Казак Хайп» удалось связаться с главой коммунистов Казахстана, товарищем Дмитрием Легким. Он поведал нам, для чего на самом деле Токаев решил провести форум именно в Кокшетау. По моему скромному мнению, форум проводится в Кокшетау не просто так. На самом деле, это часть плана Токаева по освобождению от олигархических кругов Назарбаева. Похоже, мы сможем наблюдать перенос столицы из Нур-Султана в Кокшетау. Это действительно похоже на правду и имеет какой-то смысл. На фоне тревожных новостей о заговоре Дариги Назарбаевой, а также того факта, что Ельбасы сейчас болен коронавирусом, у господина Токаева появляется отличный шанс порвать со своим хозяином и стать единоличным правителем Казахстана. Также, похоже, что президент России Владимир Путин встал на сторону Токаева и готов его поддержать в переносе столицы. Ельбасы стал неугоден Кремлю. Как мы знаем, вся олигархическая знать и шавки Нурсултана Назарбаева обитают в Астане и в Алматы. Именно поэтому Токаев готовит для себя новую столицу, чистую от людей Ельбасы. Это невероятно, но если нынешний президент Касым-Жомарт Токаев провернет это дело, то вскоре мы увидим, как Кокшетау превратится в новую столицу Казахстана. Но оставит ли это Назарбаев просто так? Каков будет ответ Дариги Назарбаевой? Остается еще слишком много вопросов, на которые Казак Хайп будет искать ответы. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, делиться этим видео и оставлять свое мнение в комментариях.